Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Хуй пойми кто. Банки ходят. Тухас, бич. Чего? Ничего не понимаю. Здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? Регулярно, стабильно. А где вы находитесь? В России. И я тоже в России. Вот я нахожусь в город Великие Луки, Псковская область. А вы? Город Белгород. Белгород. Ясно. Что там в Луках великих? Да ничего, упадок. Все. Что там? Люди разъезжаются, власть ничего не делает. Лжешь, собака! Дороги все поломанные. Так поменяйте власть. Жилье не строится. Совсем все плохо. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вообще. Просто умирает город. А город очень хороший. Раньше был... Вы знаете, сейчас Псковская область, а раньше была Великолукская область. То есть раньше был Великий Луки город, это был главный город Псковской области. Потом уже он перешел уже в Псков. Напишите письмо дяде Вове. Обратите внимание на себя и все. Изберите власть. Ну вот господин Ведерников есть такой, который сейчас советник президента. Он раньше был губернатором Псковской области. И все последователи его, они сейчас находятся у власти в Псковской области. Напишите письмо Путину, а не Ведерникову. Напрямую. Ну, Коллективное письмо. Ну, да. Соберите Вот людей. так. Ну, сейчас просто переизбрать, например, власть местную, это практически невозможно, потому что Почему? все подделывается. Выборы Почему? подделываются, все подделывается. Ой, да не надо, не надо вот это. Все пропало, нет. Шеф, все пропало, все пропало. Если какой-то оппозиционер, например, выходит на арену, да, его тут же начинают топить и все такое прочее. Это кого топили там, допустим, кого? Знаете, только в России, по-моему, до сих пор существует оппозиция. Допустим, на территории Украины ее нет. Нет других партий. У нас есть. В России какая оппозиционная партия? Хоть одна. Да любая, есть оппозиция. Всегда была, если будет. Например. Ну какая? Ну, давайте, КПРФ. Вот есть Единая Россия. А еще какая? КПРФ, ЛДПР. Партии дофига и больше. И не все соглашаются с Единой Россией. Нет. А вы знаете, что все партии, которые вы назвали, они получают... Ну, что? России. Что получают, прервалось? Если они, например, деньги получают из бюджета России на их, не обязательно. Не обязательно, нет. Нет. Почему? Потому что. Обязательно. Нет. Получают. Нет. Получают финансирование. Да нет. Получают финансирование. Ну как нет? И если партия прошла какой-то там порог, да, выборов, она получает из бюджета России. Создайте свою партию. На ее, Создайте свою партию. Создайте свою партию. Выйдите в оппозицию. Начинайте отстраивать свой город. Улучшать дороги, строить жилье. Чего вы не баллотируетесь, допустим, в депутат? В депутаты что не идете? Смотришь депутат, потом в президент, и что? А сидите, и вот это все пропало, ничего не делается, да каждый может. То есть вы считаете, что в России все отлично?
Естественно. В моем городе, да. Да и в России в целом. И оппозиция существует. Конечно, и всё конечно, такое. конечно. И выборы существуют. То есть не назначают людей, а выборы существуют. Ну, естественно. Ну, все, хорошо, ладно. У вас такая же точка зрения, у меня абсолютно другая, противоположная. Ну и что? Нет, А просто почему, мы почему поговорили. вы считаете, что вам кто-то должен дать? Почему вы сами к этому не стремитесь? Почему вы не ходите там в ЖЭК, в РЭУ? Почему не скандалите? Почему нету дорог? Почему не спрашиваете, где ваши налоги? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим Да вопросом. вы сядьте. А сидите вот так вот, ой, выборов нема, ой, власть не выбирается. Так каждый может. Бабушки любят этим заниматься, знаете, на лавочке. Но они этим занимаются не от великого ума. Потому что просто делать нехер. На пенсии сидят, занять себя нечем. Телевизор понасмотрятся, там РЕН-ТВ такое все. И начинает, а Путин-то уже 18-й. Все. Там мочки ушей другие. Кто вам мешает? Создайте свою партию. Проявите инициативу. Народ поддержит. Инициатива наказуема. А, ну тогда сидите на попе ровно, хлопайте глазками. Я ж не против. Дурилка картонная. Обмануть хотел. А сидеть ждать с Бога небесной манны. Здорово. Здравствуйте. У вас YouTube канал имеется? 4. 4 YouTube канала. Какой основной канал у вас? Мой. Бой. Мой. Сколько там подписчиков? Мне хватает. Вам хватает. А как понять, хватает вам или нет? Ну, мне хватает. Все, понял. Сколько максимально было зрителей на стриме? Мне хватает. Так при чем хватает, не хватает? Я спрашиваю максимально количество. Я не считал. А можете скинуть ссылку на канал? Нет. Почему? Потому что я не первачок здесь ссылочки кидать. Ну, а написать название канала. Зачем? Найти ваш канал, буду смотреть ваш канал. Не надо. Почему? Да, мне зачем такой подписчик глупенький? А почему я глупый? Что такое ветер, скажите мне? Ветер? Угу. В воздухе такая летучая гроза летает. Либо не гроза, либо ветер. Ну зачем мне такой подписчик? Подожди, что такое борода? Борода — это богатство рода. Богатство рода? Угу. Богатство рода. У меня вопрос. Вы сейчас стримите на данный момент? Нет. Ага. Вы заучили несколько понятий жизни, богатства рода и отвечаете на все вопросы. Что такое вещь? Что такое очки? Для чего они используются? Окуляры. Окуляры. Да, А от слова зачем вам око. майка? А майка зачем? У меня не майка, у меня футболка. Футболка зачем? Как зачем? Чтобы не сидеть голым. Логично. Не правда ли? Бандана зачем вам на голову? Это не бандана, это тюбетейка. Тюбетейка, все. Кем вы работаете? Я? Да, неважно. Автомеханик. Автомеханик. А у вас кресло на заднем плане? Да, на заднем плане у меня кресло. Согласен. О, Бородач, привет. Здравствуйте. Добрый вечер. Извини, что я так, Бородач, но по-другому как? Наушникач, Бородач, а я... Ну, я понимаю, по сути вашего развития вы так интуитивно людей называете. А, да, понял я. Как дела? Регулярно, стабильно.
Обиделся. О. Нет, знаете, это... Собеседник. Обиженные, вот такие, как вы. Напротив камеры сидели в петушином углу. Ну ты и шутник, конечно. Петросян второй. Ну Ну. ладно. Ну и ладно. Нет. Ну, будем беседовать или не будем? Так предлагайте тему, обсудим. Ну, говорите, я буду говорить. Что вам сказать? Сказать, здравия вам желаю, желаю вам счастья, вашей семье, вашему городу. А почему я должен это говорить? Это называется добро пожаловать в мою хату. Вот и все. Я в том в хату не зашел. Я у себя нахожусь в помещении, вы у себя. Я к вам в гости не пришел. А я предлагаю. Нет, зачем? Ну ладно, беседа не получится, я чувствую, разные люди. Я вот так вот с людьми, которые начинают общение, пытаться что-то оскорбить, там как-то, там, бородач, не Да бородач. не, просто, слушай, Таким людям в гости можно не на ты хожу. перейду? Нельзя. На ты можно? Нельзя. Ну давай, до свидания. Мы с вами еще не выпивали по чарке за одним столом. Слушаю вас. А вы хорошую музыку слушаете? Бывает. А какую, если не секрет? По настроению. Не, ну, есть же какие-то группы, которые вам вообще по душе. По настроению, еще раз говорю. Ну какой вы тупой! От Шекспира, от Шекспира, Баха. Шекспира, да, Баха? Да, до Паустовского. Шекспира слушаете? Да, до Паустовского. Это в каком сложении? В русском каком-то? Да. Или в оригинале? Да. Так в оригинале или в русском? Что там? В русском, конечно. А, ну это не тот Шекспир. Почему не тот? Ну, это как презерватив из целлофана сделать, ну. Пользовались? Тоже презерватив, но не. Пользовались? Не. Откуда-то такие... Оригинал. А откуда такие познания? Ну как в русском слушать? Ну, я даже читал Достоевского в свое время в оригинале. А Шевченко читали? Так, звісно. Як я Шевченка А на каком языке он читал? Написал? Українською. Да. Українською мовою. Дуже прекрасною. Малорос писав на українській мові. А, то ви можете собі будь-які казки придумати. Знаєш, імпотент може придумати будь-які образи для своєї імпотенції. Вы про себя опять же, да? Я про вас. А, про меня? У вас крім бороди нічого не росте. А інтелекту от знайшлося на мінімум 30. Що, може ви мені доведете, що інакше? Да? Скажите мне, пожалуйста, мой высокоинтеллектуальный собеседник. Мой высокоинтеллектуальный друг. Как вычисляется число π? У вас дерьмовый акцент. Yeah, but you didn't have anything. Я понял. Все. Папа латила. Мясо. Ты про себя что? Бежал. Если что,